Здравствуйте, это новости Татарстана. О событиях дня расскажем прямо сейчас. В студии работает Регина Ягудина. Будущее наступает. Раньше серьезно отвечали на этот вопрос, почему мы выбрали Казань. Сейчас просто говорим, что Казань лучший город Земли и вообще ни разу не лукавим. Сколько гостей со всего мира ждут гостиницы Казани и сколько команд разделят виртуальность и реальность в преддверии наступающих игр будущего, узнал Рамиль Шайдуллин. Удар в спину. Подросток толкнул мужчину с тростью и оставил его лежащим на дороге. Данный подросток состоит на внутришкольном учете за девиантное поведение. Детская жестокость. В причинах и следствиях разбиралась Алия Хайрудинова. Достижения и недоработки. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2023 года составил более 3 миллиардов рублей. Однако конкретизируется отрицательной динамикой. Что происходит в Арском районе, узнал Дмитрий Аренин. В Казани сегодня стартовали первые фиджитал-состязания игр будущего. Это первый международный мультиспортивный турнир. Он объединит соревнования в физическом и цифровом измерении. До 3 марта Казань можно смело называть фиджитал-столицей страны. Ожидают 6 тысяч спортсменов из 107 стран. Церемония открытия состоится уже в среду. Ожидается участие президента России Владимира Путина и лидера Беларуси Александра Лукашенко. Сегодня киберспортсмены уже сразились в популярной стратегии доты и хоккеем, как на виртуальной, так и на реальной арене. За одной из игр дота одномоментно следили 7 миллионов человек. Так, с Казанью начали знакомиться и виртуально. Сотни болельщиков за играми следят на трибунах. Рамиль Шайдуллин на первом дне игр будущего. Они выходят на лед, уже откатав игру на приставке. Это не прихоть спортсменов, а правило фиджитал. В Казани первая встреча в рамках игр будущего. За 2 дня до открытия на лед вышли команды из Латвии и Мексики. Мы уделили большую часть контроллеру к PlayStation. Тренировались в этом. На льду все, что умеют, уже чему новому не научатся. Совсем другая ситуация у оппонентов. В команде из Мексики большинство именно киберспортсменов. Побеждать на льду учились специально к играм в Казани. Сегодня, несмотря на то, что первые дни уже более 50 стран приехали, представители более 50 стран, мы видим большой интерес у средств массовой информации. В общем-то, иностранцы, которые многие приехали впервые в нашу страну, удивлены огромному количеству снега. Официального открытия еще не было, но сегодня на Казань-Экспо жизнь уже кипит по-настоящему. Сотни гостей привыкают к ритму фиджитал. Конечно, пока это не спортсмены. Сегодня на главный объект игр будущего приехали журналисты. Для Казани впервые оказаться в центре событий. На Казань-Экспо сегодня прошла специальная пресс-конференция. Журналистов из десятков стран мира приветствовали организаторы турнира и принимающая сторона. Именно в Казани, отметили, здесь рождается новое будущее. Мы очень на это надеемся, что как когда-то родилась Олимпиада, цифровые игры будущего, новая Олимпиада, цифровая, и мы искренне рады этому событию. В городе ждут 6 тысяч гостей. Для них готовы 33 отеля, почти 4 тысячи номеров, 300 ресторанов и кафе, 250 культурных мероприятий. Часть из них уже оценили. Первые гости, среди них 800 спортсменов, успели погулять по столице, познакомились с культурой и татарской кухней. Прекрасное событие и по организации, и по уровню команд. А этой ночью мы поняли, что Казань – один из самых красивых городов мира. Мы гордимся вами, потому что мы видим прекрасную организацию. И надеемся, что когда-нибудь турнир посетят больше гостей, команд из Танзании. Сегодня уже виртуально в Казани побывали сразу несколько миллионов человек. Они следили за играми онлайн. У нас чемпионат по доте. Уже мы выкатились. Давайте я вас поражу в самое сердце некоторыми цифрами. У нас на одном стринговом сервисе в Китае было 7 миллионов человек в онлайне, 7 миллионов человек в лайв-бродкасте. И это заявили на пресс-конференции только начало. Перед организаторами стоит задача собрать 3 миллиарда просмотров на всех стриминговых платформах. Прямые трансляции будут идти в 30 странах мира. Пока все в ожидании грандиозной церемонии открытия 21 февраля с участием самых высоких гостей. Сегодня прошел генеральный прогон. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, Александр Саитова, ТНВ, Казань.
Чтобы максимально быстро и просто добраться до Казань-Экспо, главной площадки фиджитал-турнира «Игры будущего», запущены дополнительные 8 электричек. Они вмещают до 1000 человек. Курсировать будут без промежуточных остановок. Таким образом, от Казани до аэропорта имени Тукая можно будет добраться всего за 20 минут. Рекомендуем воспользоваться железнодорожным транспортом. В сутки от ЖД вокзала Казани выезжает порядка 16-17 рейсов в аэропорт Казань. Это очень удобно, никаких пробок. Итак, игры будущего начались. Болельщики и гости турнира прибывают в столицу Татарстана. Первыми впечатлениями сегодня поделились с нами на хоккейном матче. Он собрал более 2500 болельщиков. Я приехала из Астаны поболеть за своих друзей из Cyber Team Борис. Я специально выделила время, отпросилась с работы. Я буду здесь всю неделю. И очень надеюсь, очень надеюсь, что моя любимая команда победит. Меня потрясает размах мероприятия, потому что с первых минут нахождения в Казани я увидела баннеры, все оформлено, весь город вовлечен в фиджитал. Очень интересно. Я думал сначала это для молодежи только, но интересная вот именно компьютерная игра. И вот интересно, тем более хоккей такой, который 3 человека играют, площадка вроде большая. Эмоции невероятные, очень приятно видеть игру фиджитал и просто в реале посмотреть. И как бы эта площадка дает большую возможность, всякие интерактивы. Очень классно, повезло Казани, то, что мы здесь находимся и видим новый формат игр. Это большой праздник для Республики Татарстан, для города Казани. Вопиющий случай жестокости произошел на улице Гурьянова в Вознакаевском районе. 12-летний подросток силой толкнул мужчину, который шел с тростью. Он падает и не может встать самостоятельно. Маму мальчика привлекли к административной ответственности. Со школьником провели профилактическую беседу сотрудники ПДН. Сейчас ситуацию взяли на контроль сотрудники полиции, а также уполномоченные по правам человека и ребенка. Чем объясняют детскую жестокость психологи и можно ли ее предупредить? Алия Хайрудинова разбиралась в теме. Вот они кадры, которые вызвали возмущение и обсуждение в соцсетях. 44-летний мужчина с тростью идет по улице Гурьянова-Вознакаева. За ним 3 подростка. Один с разбега толкает мужчину в спину. Тот падает, ударяется головой и не может встать самостоятельно. Ему помогают прохожие. Школьники равнодушно ушли. Кадрами с камеры видеонаблюдения тут же заинтересовались сотрудники полиции. Подростка быстро нашли. Им оказался ученик 5 класса 7-й школы. По словам директора, мальчик уже состоял на внутришкольном учете. Данный подросток состоит на внутришкольном учете за девиантное поведение. С мальчиком неоднократно проводились и сейчас проводятся профилактические мероприятия, а также проводится работа специалистами психолого-педагогической службы района. На сегодняшний день семья находится на межведомственном контроле. Как стало известно сотрудникам полиции, поводом для агрессии стал словесный конфликт между 12-летним мальчиком и 44-летним жителем. Маму школьника оштрафовали на 500 рублей. С самим несовершеннолетним провели профилактическую беседу сотрудники ПДН. Ситуацию прокомментировала Сария Сабурская. Слова мужчины могли сильно задеть подростка, но это не оправдывает жестокости, которую он совершил. Мы видим, что школьника не смутила даже трость, на которую опирался мужчина. Да, работа проводится и со стороны родителей, и со стороны правоохранителей. Сейчас мужчина может обратиться в суд, тут явно были нарушены его права. Если причинен вред здоровью, то может получить помощь в больнице. Детский омбудсмен в агрессии ребенка увидела его желание самоутвердиться, только не в позитивном ключе. Здесь еще, конечно, играет большую роль вот этот юношеский максимализм, когда дети стараются самоутвердиться за счет того, что привлекают к себе таким образом внимание. Хочется вспомнить о славе Геростата, который
поджег храм для того, чтобы войти в историю. По словам психологов, таким образом не только подростки, но и взрослые дают выход скопившимся негативным эмоциям. Так, в Нижнекамске 4 года назад 34-летний мужчина нападал на женщин и бил их ногами. Тогда возбудили дело по статье «Мелкое хулиганство». Задержанный объяснил свой поступок ненавистью к женскому полу. Иногда ребенок даже сам не осознает то, что он ведет себя агрессивно, как-то неуместно. Рекомендуется подобрать для ребенка подходящему для него именно вид спорта, чтобы ребенок смог максимально выплескивать свои эмоции во время занятий спортивными упражнениями. Сейчас все материалы дела рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних Азнакаева. Под контролем будут и другие 2 подростка, которые во время инцидента находились рядом и не остановили нарушителя. Алия Хайрудинова, Алмаз Иксанов, Рамиль Исламов, ТНВ, Казань, Азнакаева. В Бугульме в одном из гаражных боксов обнаружены тела 2 мужчин 20 и 21 года. По предварительным данным, молодые люди арендовали гараж для ремонта автомобиля. Тела погибших обнаружила собственница гаража после того, как парни перестали отвечать на звонки. По предварительной версии, они могли отравиться выхлопными газами от работающих в гараже машин. Следственные органы начали проверку. Ворота оказались заперты изнутри. Мужчины могли отравиться выхлопными газами от заведенного двигателя транспортного средства. В настоящее время личности обоих погибших установлены. Следственные органы проводят проверку. Это уже 2-й смертельный случай за неделю, предположительно от отравления выхлопными газами. 3 дня назад в казанском поселке Нагорный в легковом автомобиле жители обнаружили тела 19-летней девушки и 21-летнего парня. Следов насилия не зафиксировали, у машины был оторван глушитель. Обстоятельства трагедии также устанавливает следствие. Все зрители, купившие билеты на отмененную Турандот, могут вернуть деньги по месту приобретения в течение 10 рабочих дней. Все следующие спектакли Шаляпинского фестиваля состоятся в обычном режиме согласно расписанию. Об этом сегодня оперный театр проинформировал зрителей. Напомним, Турандот должна была состояться в рамках Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина. Как сообщают те, кто пришел на постановку, за несколько минут до ее начала в помещениях появились лужи и капала вода. По предварительным данным, прорвало водопровод. Позже на официальной странице театра ВКонтакте разместили объявление. Спектакль отменяется в связи с техническими неполадками. Сейчас они устранены. Неделя в Татарстане началась с сильнейшего снегопада. Все это влияние атмосферных фронтов северного циклона. Сегодня снег идет во многих районах республики. Кое-где пройдут метели. По прогнозу гидромедцентра, завтра циклон начнет отходить на восток, и мы окажемся во власти антициклона. Это значит, давление повысится, осадки прекратятся. Из-за резкой смены температурного фона в ближайшие 3 дня опустится туман. При прояснениях ночью может похолодать до минус 23 градусов, днем от минус 7 до 12. Несколько крупных улиц Нижнекамска может затопить во время весеннего паводка. Это Табеево, Корабельная, Бакиур-Манчей, проспект Мира. Также в зоне подтопления 6 населенных пунктов в районе. Руководство предпринимает все меры, чтобы избежать серьезных последствий, сообщили сегодня на совещании в мэрии. Уже создали группу для выполнения противопаводковых мероприятий. В нее вошли 300 человек и 100 единиц техники. Также из города активно вывозят снег, параллельно ведут очистку ливнеприемных колодцев. В районе подготовят 2 пункта временного размещения людей, если нужно будет переселить их с подтопленных домов. В зоне риска попадают как отдельные районы в черте города, так и ряд наших сельских населенных пунктов. Нам всем нужно быть готовыми. Продолжается активная работа по вывозу снега с улиц города на полигоны. Работа по расчистке снега должна быть организована на должном уровне. В Казани разобрали часть дома, где жил Максим Горький. Чиновники уверяют, демонтированы только аварийные конструкции, которые воссоздадут позднее. Все подробности читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня в Доме правительства Рустам Минниханов встретился с генеральным директором Третьяковской галереи Еленой Проничевой и председателем Совета директоров Дальневосточного морского пароходства Андреем Севериловым. Это дочерняя компания группы ФЭСКО. С Андреем Севериловым Раис Татарстана обсудил вопрос подготовки специалистов по транспортной логистике на базе КФУ и дальнейшее развитие в России игры ГО. Рустам Минниханов отметил, отношения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона являются для республики одними из приоритетов
приоритетных направлений развития. Елена Проничева обсудила с Раисом Татарстана возможность организации в Казанском Кремле экспозиции Третьяковской галереи. В рамках сотрудничества данный культурный проект готова поддержать и компания «ФЭСКО». Сегодня с участием Фарида Мухаммедшина итоги года подвели в Арске. Это сельский район. В рейтинге социального и экономического развития район занимает 38-е место. Как отметили, здесь нашли отражение многие тенденции, характерные для страны и республики. Это и благотворное влияние государственных программ, и, напротив, тлетворное серого рынка труда. Как радовались достижениям и строго спрашивали за серьезные упущения, свидетелем стал Дмитрий Аринин. Многопрофильный лицей имени Габденасыра Курсави в селе Нижние Метески был построен в прошлом году по республиканской программе. Как отмечают, появление такой школы в сельской местности стало уникальным проектом. У нас очень хороший проект. Сегодня здесь школьные достопримечательности показали Фариду Мухаммедшину. Трехэтажное здание на 500 учеников оснащено самым современным оборудованием. Особая гордость — мастерские и инженерные классы. Уникальность в том, что у нас на следующий год планируется открытие инженерных классов, и поэтому с этого года уже мы в начальных классах внедряем эту технологию. Мне очень нравится здесь учиться. Наша школа большая, светлая, уютная, классы большие. Еще добавили разные освещения и интерактивные доски. Доски, где можно играть в различные игры. Писать, рисовать. Благодаря национальным проектам, федеральным и республиканским программам в районе строят и ремонтируют социальные объекты, дороги, жилье. Обновление и появление инфраструктуры положительно отразилось и на турпотоке. Число гостей в Арск за год выросло более чем на 40%. В 2023 году наш музейный проект одержал победу в конкурсе президентского фонда культурных инициатив. Благодаря средством этого гранта в нашем музее открылась гончарная мастерская. Жизнь меняется к лучшему, поэтому хоть и в том году год был не самый удачный для аграриев, но в принципе технологии, новые разработки, новая работа, все это не стоит, все идет. Все показатели арчан обсудили на районной сессии. Как сообщил глава Ильшат Нуриев, по итогам года валовой территориальный продукт вырос и составил 17 миллиардов рублей. Весомую долю в экономике района составляет сельское хозяйство, где в свою очередь доминирует производство молока и мяса. Как и в целом в республике, засуха негативно отразилась на агропоказателях. Они не дотянули до результатов 2022 года. Мероприятия, проводимые крупными промышленными предприятиями района по увеличению объемов основных видов выпускаемой продукции и повышению качества и конкурентоспособности, стали ключевыми в развитии промышленного сектора района. По индексу промышленного производства Арский район занимает 3-е место в республике. В рейтинге социально-экономического развития Арский район переместился с 43-го на 38-е место. Как отметили, здесь еще есть над чем работать. Надо отдать должное вам за то, что вы полученные деньги используете целевым образом во имя и во благо. Скажу, что немножко самокритично начали смотреть. Много строим в крупных городах, а в сельской местности немножко, чтобы закрепить селян, значит, удельный вес строительства будем немножко наращивать и в сельской местности. Бережно относиться к сельскому жителю, стареющему и численно сокращающимся. Сейчас в Арском районе проживают чуть более 50 тысяч человек. Как отметили, ключевая задача – это рост зарплат и борьба с серым рынком труда. Сейчас средняя зарплата здесь 42 тысячи рублей. Нелегальные заработные платы – это как потери как для бюджета, так и для населения. Каждый работодатель, сотрудникам которого заработная плата выплачивается в конверте, лишает их достойного размера господдержки в будущем. А работникам следует помнить, что не имея необходимого стажа, они смогут рассчитывать только на социальную пенсию. Задолженность по налогам. В докладе ничего не сказал, проскромничал, но у вас высокие задолженности по налогам разных уровней. По Арскому муниципальному району задолженность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 57%. Плюс 18 миллионов рублей. Самый большой долг среди районов республики, а всего составляет 49,8 миллиона рублей. Имейте в виду, это добром не кончится. Все равно эти деньги отберут, лучше вовремя рассчитайтесь и с чистой совестью продолжайте работать.
Также Фарид Мухаммедшев призвал арчан отметить год семьи ростом демографии. Как отметил спикер парламента, большие семьи были традиционно на селе, и нужно к этому возвращаться. Дмитрий Айрин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Арский район. Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, за действующего главу государства проголосовало бы абсолютное большинство россиян. Такие данные привели Всероссийский центр изучения общественного мнения и фонд «Общественное мнение». Согласно ВЦИОМ, за Владимира Путина проголосовали бы 79% опрошенных, по 4% за Николая Харитонова и Владислава Дованкова. За Леонида Слуцкого 2% респондентов. Опрос проводился по телефону среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Фонд «Общественное мнение» с 9 по 11 февраля опрашивал граждан поквартирно. Участие приняли 1500 человек. Как распределились голоса, вы видите сейчас на экране. Кроме этого, согласно результатам, 86% жителей знают о предстоящих выборах. Большая часть опрошенных сообщили, точно примут участие в голосовании. Сегодня казанские активисты молодой гвардии партии «Единая Россия» отправили новую партию гуманитарной помощи в зону СВО. Ее нашим ребятам доставят ко Дню защитника Отечества. Тепловые печки, генераторы, тепловизоры, рации, бронежилеты, маскировочные сети, термобелье и продукты. Для военных подготовили все самое необходимое. 10-тонный груз собран на средства неравнодушных татарстанцев и народного гуманитарного движения «За победу Казань». Особое место в праздничном грузе занимают 2000 детских писем со всех районов республики. Отдельной и очень важной частью груза, на наш взгляд, стали письма нашим военнослужащим от детей со всех районов Республики Татарстан. Всего мы собрали и отправили более 500 килограмм гуманитарного груза, а также более 2000 писем нашим военным. Безусловно, для нас, как для молодежи Татарстана, как для молодежного крыла партии «Единая Россия», очень важно помогать нашим военнослужащим, которые принимают участие в СВО. Еще один гуманитарный груз в зону СВО отправился из Азнакаевского района. В посылках теплые вещи, инструменты, продукты и пожелания к 23 февраля. Также на передовую в этот раз отправился особый подарок бойцам – автомобиль «Нива». Общий вес груза около 10 тонн. В этом году это уже вторая отправка. В прошлом в Азнакаевском районе собрали 100 тонн помощи. Почти 200 ребят получат вот эти посылки, и семьи тоже принесли свои посылки. Это вот нашим ребятам, то, что они просили. Здесь и теплая одежда, это и медикаменты, здесь и окопные свечи, генераторы, тепловизоры, квадрокоптеры. То, что вот необходимо сегодня, то, что они просят, мы все это организовали. Поздравляем их с наступающим Днем защитников, верим в них. Мы здесь надежным тылом будем их ждать. Лагерь «Селет» открыл сбор заявок на летние профильные смены. Они пройдут на территориях Татарстана и Чувашии. Организаторы подготовят для детей 24 профильные смены, посвященные истории, родному языку, IT-технологиям и не только. Планируется, что участие в летнем сезоне «Селет» примут более 8000 детей. Параллельно также пройдут крупные форумы «Болгар-Туган», «Лийск» и «Казанжина». Напомним, «Селет» в этом году празднует свой 30-летний юбилей. В честь этого участников ждет особая программа. В пиковые дни загрузка столичных отелей достигает 85-95%. Такие данные сегодня на совещании в Казанской мэрии озвучила руководитель Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. По ее словам, почти 50% туристов предпочитают останавливаться в гостиницах, но растет и спрос на съемные квартиры. Их выбирают 28% гостей. Последние 2 года турпоток в Татарстане растет в основном за счет туристов, которые останавливаются в апартаментах и квартирах. Работа по подготовке, проведению международных событий, реализация федеральных, национальных проектов, реализация наших республиканских проектов дало то, что мы сегодня имеем возможность принимать и узнаваемость Казани, и инфраструктуру, которая нам позволяет приглашать в гости, принимать 4 миллиона туристов. Если у вас нет возможности смотреть программы нашего телеканала по телевизору, вы можете скачать мобильное приложение ТАТ-ТВР. Смотрите и слушайте любимые программы ТНВ и Болга Радиуса в своих гаджетах.
Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Динаром Батрудиновым. До встречи в 21:30. Здравствуйте, Исянмысыз, в студии Динар Батрудинов. В Татарстане в предстоящие сутки осадков станет меньше, ветер стихнет. Подробности после полезной информации. Скоро весна, а значит время обновления. Успейте заказать кухню и шкаф-купе по вашим размерам по сниженной цене от Данил Мастер. Только до конца февраля скидка на корпусную мебель 20%. Все подробности по телефону в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Балтаси, Арске и Высокой горе облачно, небольшой снег. Температура днем от 6 до 8 градусов мороза, ночью от 11 до 13 мороза. В Буинске, Кайбицах, Тетюшах облачно, слабый снег. Температура минус 6-9 днем и минус 12-14 ночью. В Чистополе, Аксубаево, Нурлате тоже небольшие осадки. Температура от 7 до 9 градусов мороза днем и от 12 до 18 мороза ночью. В Набережных Челнах, Менделеевске и Мензелинске облачно. Здесь тоже небольшой снег. Минус 8-9 днем и 14-18 градусов ниже нуля ночью. В Альметьевске, Бавлах и Бугульме будет облачно, пройдет слабый снег. Минус 8-11 днем и минус 17-21 ночью. В туристических городах республики примерно такая же картина. В Свияжске температура днем минус 7 градусов, будет облачно, пройдет небольшой снег. Ночью 12 градусов мороза. В Болгаре минус 8 днем, минус 14 ночью. Здесь тоже облачно, ожидаются слабые осадки. В Елабуге облачно, местами снег, температура минус 8 градусов днем и минус 14 градусов ночью. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Санчи благотворно влияет на работу всего организма, дает энергию, улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Полезные свойства санчи проверены веками, недаром его называют сокровищем китайской медицины. Хорошая новость! Только 20 февраля в аптеках Фармленд на санчи 20% скидка. Телефон для справок 8 92 72 36 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани также неустойчивая погода. Пройдет небольшой снег. Температура днем минус 6, ночью минус 11. Атмосферное давление высокое, 765 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный, более 7 метров в секунду. Влажность воздуха 77%. Магнитное поле Земли спокойное. Пока это все. Я с вами прощаюсь. До встречи. Берегите себя. Күндеріңіз мұңлы болсын.